Алло. Здравия желаю, Олег Степанович. Да, даже не знаю, что ответить. Блядь. Это эти шпионы звонят? Почти, не переживайте. Прывітанне. Сённяшняе відэа будзе прысвечана старым берэтам, крапавікам, сілавікам, якія ўзначальваюць беларускую асацыяцыю ветэранаў падраздзялений спецыяльнага прызначэння войскаў МУС пад назвай «Честь» у сэнсе гонар. Гэты ролік, напэўна, будзе цікавы бацькам, якія вагаюцца, ці трэба ім аддаваць сваіх дзяцей ва ўсякія патрыятычныя клубы, што ствараюцца на базах ваеназаваных частак МУС РБ. Ну дык вось, ассоциация «Честь». Поехали. Слушаю вас. Написано, что вступить в организацию, в ассоциацию, вернее, вашу, можно, позвонив вам, а вы расскажете как. Подождите, а вы что, вы откуда звоните сейчас? Сейчас я звоню из интернета. То есть вы звоните на WhatsApp или на что вы звоните? Ну, я со скайпа звоню, вам номер не определится. Я понял. Не, номер у меня высветился, это, плюс 33, там Франция что-то написано. Так я просто, думаю, да что не бойтесь, происходит. мы свои белорусы. Сейчас за рубежом Не, находимся. слушай, сейчас свои, кто свои, те воюют, или свои, которые тут сидят в Беларуси. А все остальные, надо понимать, насколько они свои. А ты какими критериями вы меряете свой, чужой? Да ладно, это уже лирика. Что это самое, как вступить? Надо здесь находиться, чтобы вступить. Да куда приходить? Ну, вы сначала приедете сюда, вы же, или вы тут находитесь? Да приеду скоро. Да какие экзамены надо сдавать? Ну, рукопашный бой, блядь. 3 минуты, блядь, пока кровь не пойдет с носа, блядь. Так а как узнаете, сдал или не сдал? Это как, встал, значит сдал? Да, это сразу понятно. Это ж, блядь, это ж такой тест, да, что, если ты с разбитым ебалом назад не прешь, а идешь вот вперед, блядь, то и все, блядь, все понятно. Не, серьезно? Ну а как? А как я тебе про рентгеном фонендоскоп в жопу засуну, или, блядь, рентгеном просвечу красивый, мощный, ну и что? А что внутри? Ничего. А когда ебало разбитое, блядь, и все, если в атаку, а или заднюю, значит заднюю. Все просто. А я думал, там гимн надо знать, там присягу. Ну, гимн само собой надо знать. Ну, все красивые знают гимн, блядь, а в атаку нихуя не бегут. Ну, так, такой цирк. А понятно. Так а много вас там таких, которые идут в атаку, а гимн не знают? Это вот сейчас вопрос к чему? Разведопрос начался? У нас все гимн знают. Не, я вот вас послушал, Олег Степанович, и думаю, может мне нахуй не надо к вам вступать в эту организацию? Не, мы ж никто ж никого за уши не тянет. Тут же все, как говорится, добровольно спартанское движение. Хочу, да, значит, готов испытания принять. Не хочу испытания принимать душевное, значит, блядь, подумаю. Все. Короче, вы там пиздите друг друга каждый день. Ну, не каждый день, но когда надо, так, чтобы, как говорится, знать, с кем, кто рядом стоит, то надо сначала, чтобы, как говорится, во рту кровь стояла, с носа перла. И тогда понимаешь, что если человек не ушел, значит, все, свой. Офигенно, ну просто вы молодцы, бойцы. Вот на кого можно положиться, так сказать. Ну там же на сайте, в принципе, наверное, если вы открыли сайт, там есть там описание, фотографии, нюансы, да, открыли, посмотрели, что там происходит на движуха какая. Это вот люди, грубо говоря, там, и 30 лет, и 40, и 50, как бы, есть отдельные роты, отдельные моменты, движ полный, блядь, мы смотрим, что вокруг происходит. Сборы военные, туда-сюда, все четко. Ну, короче, фотографий с кровью нету, что-то я не вижу. Какие-то ролики есть. Просто чтобы не пугать и не отпугивать население, блядь. Это что тут отморозки одни. Так вы переживаете, чтобы про вас плохо не подумали. Еще раз скажите, где вы служили? Я, служил в этом. Специальный отряд назначения в этом. В 95-м году. Какой отряд? Какой там у нас бывает? Я уже забыл, как называется.
Брат, ты слушай, ты, бля... Отбили все мозги, не помню ни хрена. Ну, в какую, в какую срочку где служил? В этих, как его, под Борисовым. В Печах? Ну. Что ну, блядь? Да, так точно, простите, забыл. Ну, так точно. Я говорю, так срочка, а потом где, в каком, дальше что было? Потом в этом самом, в советском РОВД служил 5 лет. В советском РОВД какого? Города Минска? До города Минска, да. Это в какое время? 90 какой год? 98-й, там сколько, 5 лет. Кто был начальник розыска? Да уже не помню, сколько их там менялось. Ну, назови мне кого-нибудь, кого ты помнишь. Этого знаю, вот этого Павлюченко Дмитрия знаю. Дмитрия Павлюченко, ты знаешь, с какого бока, блядь? Служил ты рядом, стоял рядом? Или... Ну, я слышал про него, что он там Захаренко ликвидировал. Слушай, блядь, что ты несешь, блядь? Я говорю, ты каким боком к Павлюченко? Павлюченко это, блядь, патриарх всея спецназа Беларуси. А ты кто, солдат? Кого ты знаешь? Прочитал где-то там? Точно. Слушай, так точно. Ну, вот, блин, в общем, надо быть здесь, вот. И это самое. Когда будете здесь, тогда наберете и скажете, что вы, кто вы, покажете. Ну ладно, договорились тогда, Олег Степанович. Себя. Уже будем тыриться до крови, пока не победит добро. Не, это как это самое, да, вы же смотрите, там, все это же делать добровольно. Хочу – стою, не хочу – не стою. Все просто. Нет, так а за это платят хоть? Нет. Так а что, бесплатно тыриться? Не, так это ж дело добровольное, я же говорю. Поэтому... Нет, так это надо любить тогда, такое дело. Надо любить родину. Вот, и все остальное приложится. Одно дело можно родину любить, другое власть. Это разные вещи. В общем, давайте не будем вступать в полемику. Вот. Чего там надо, будете в Минске, там наберете, там определимся. Все? Ну хорошо, договорились. До свидания. Калі ж паглядзець значэнне слова честь, гонар, то гэта грамадска-маральная годнасць, гэта тое, што выклікае і падтрымлівае агульную павагу, пачуццё гонару. А ў вас выклікае Олег Баразінец павагу і пачуццё гонару? Напішыце. На сёння ўсё. Жыве Беларусь. Да сустрэчы ў эфіры.